קשונד ממחור שפן דחור ז'אוטה. О музыки, загадочная сила, Твоя благословенна благодать, Святого таинства, магическая лира, Ах, если бы тобою обладать! Не случайно поэт так проникновенно говорит о таинстве музыки. Действительно, она способна выносить на своих волшебных крыльях чувства и мысли, щемящие грудь, и дать им чудесную возможность воспарить над бренным миром, увлекая и окружающих следовать за собой в мир прекрасного и светлого. И какое же это счастье, когда ты можешь создать в душе таинственную гармонию звуков и поделиться ею с людьми. Когда же человек, наделенный этим счастливым даром, еще и чист и светел, когда его сердце наполнено высокими чувствами и серьезными раздумьями, его песни обязательно находят живой отклик у слушателей, которые неизменно проникаются их искренностью и глубиной. Герой нашей сегодняшней передачи Мурат Доев пишет не только музыку, но также и слова своих песен, и кроме того, прекрасно их исполняет. Даже судя по одной его, всем полюбившейся песне «Фандак», можно предположить, что он относится к той категории людей, которые никогда не бывают равнодушными созерцателями, а являются созидателями, творцами, тем авангардом, который стремится идти впереди, чувствуя ответственность не только за себя, но и за свое поколение, за свою страну и народ. И не случайно, что тексты песен рождаются у Мурата именно на родном осетинском. Всем его песням присуща особая энергетика, образующаяся благодаря слиянию вибраций, национальных мотивов и современных ритмов. Трудно поверить, что Мурат не профессиональный музыкант, он врач-анестезиолог. Поистине, ему удается удивительным образом сочетать в себе две гуманнейшие ипостаси – медицину, спасающую тело, и музыку, лечащую душу. Видимо, вот сама атмосфера в доме, то, что отец врач, то, что он работает с больными, мы и на работу к нему приходили, смотрели, как-то все это, я же говорю, вот на чем человек воспитается, да, то как-то он впитывает. Плюс, значит, к этому он, я помню, приносил и книжки, вот вроде бы для детей, но они были, я вот помню, прочитал, так мне было интересно, книжку там, начиная с лейкоцитов, там что-то рассказывать, там белые кровяные тельца, что-то там красные кровяные тельца, там про заболевания, про микробы, про строение тела человека. И меня так это вот увлекло, анатомия, когда впервые, да, начали заниматься, все так это легко доступно было. Ну, для детей написано, что я так увлекся. И уже к концу школы я точно представлял, что я пойду именно да, в медицинский институт. Поступил, отучился. Закончил, работаю. Ну, всякое бывает, знаете как, работа не из легких, да. Реанимация, анестезиология – это, можно сказать, и умственный, и физический труд. А хотя где это не физический? Любой врач, по-моему, он выкладывается, если он выкладывается. Ну, вообще очень тяжело, конечно, в таком состоянии человека видеть и знать, что от тебя зависит его жизнь. Да, вы знаете как, но постепенно, когда это твоя профессия, как-то вот привыкаешь к такому состоянию, уже не так вот остро на все реагируешь. Вот. То, что от тебя зависит, конечно, делаешь, но есть такие вещи, которые в принципе не зависят. Вот не от меня, скажем, или, допустим, вот человек, пусть он академик будет там или еще, есть такие вещи. У нас медицина не всесильна, но мне неприятно видеть, когда я же тоже с врачами сталкиваюсь, не только у себя по работе, когда врач относится к своему делу так, спустя рукава. Вот это бывает как-то неприятно видеть, потому что я сам работаю и сам пытаюсь относиться очень серьезно к работе. Да, может быть, здесь я, скажем, вот не смогу такой помощи оказать, скажем, да, но именно отнестись со всей серьезностью, все, попробовать любые варианты, это, по-моему, каждый. Тем более, знаете, как у нас-то специальность, вот реанимация, анестезиология, она такая, вот сию минуту надо принимать правильное решение, действовать активно, быстро все, и для того, чтобы это, за минуты, вот тебе даются порой секунды, минуты, часы, допустим, для того, чтобы сделать свое дело, а, скажем, какие-то терапевтические специальности, которые, значит, лечат
месяцами, годами, там, скажем, да. Мне кажется, вот если бы относились все добросовестно, вот врачи, к своей работе, причем в каждом больном видели бы своего близкого, да даже себя. Вот, мне кажется, тогда бы у нас и медицина, может быть, немного лучше была. А случаи какие-то запомнившиеся есть? Ну, знаете как, случаев запомнившихся много, если вот сейчас рассказывать. Бывает так вот, допустим, разговариваешь о чем-то, и вот приходит на память случай какой-то вот из работы. Вот, но знаете как, вот случаи мне, опять же, я тогда расскажу, коль речь зашла о духовном. Лежит у нас, значит, это в каком-то году, я уже не помню, был тяжелейшая больная, весь, как говорится, состав. Блин, знаете, как там у нас очень коллектив дружный, я работаю в роддоме РКБ. В каком-то году это было, весь коллектив там, все, значит, борются за жизнь одной женщины. Она, значит, потеряла очень много крови, естественно, значит, ну, как в таких случаях бывает, и станция переливания, значит, все возможное делает, и доноры, значит, приходят, и все. То есть все мобилизовано, в то же время никакого эффекта, и состояние, значит, ее все ухудшается. А там, знаете как, вот, ну, какой-то вот, скажем, критический рубеж, если перевалить, то уже что-то, вроде бы пока еще человек жив, но это уже как бы состояние агональное, то есть, как это вот, период декомпенсации, вот по-медицински, как это называется, мне не хочется вот терминами говорить, потому что люди могут не понять. То есть вернуть его к жизни уже нельзя. Вот. И, значит, вот в таком тяжелейшем состоянии она и ее родственники, значит, стучатся. Внизу, значит, они, ну как она, ну что, вызывают одного, другого, третьего. И вот гизельские они были. И, значит, так и так. Вызывают меня тоже, я вышел. Вот, говорит, как ее состояние. Ну, я им, естественно, всю правду сказал. Я говорю, тяжелое, шансов практически никаких. Вот. Ну, в принципе, они и до меня это уже им сказали. То есть, ну, знаете, это не зависит от нас, не от того, что мы плохо работаем, а из-за того, что ситуация такая. Мол, что делать, все, ну, у нас на тот момент и лекарства были, все, знаете же сейчас, как в больницах, того-то нету, бегите за лекарствами. И вот они начинают бегать, ездить по городу ночью, искать. Лекарства есть, все, что мы еще можем сделать там, все. И, значит, я говорю, ну что можете сделать? Единственное, я говорю, артачири ирбала шутран, все, кодамбала, амахусавмашкувут. И они, значит, побежали, привезли, значит, там в артачири, жахай, шуангмазы, икра даруди, значит, поставили и, значит, сели, все. Ахусау начали там, хусау хоржахнавод, цок-цок, я говорю, фалаутма. Так не пойдет дело. Каразима макувут, хусау макувут, как вот наши предки делали. Не так, сай хусау хоршахна вот там. А вот так, хусау, к нему обращайтесь. Ой, мазакуру, то ой, мрат. И, значит, вот именно так делать, я говорю, от души. Вот насколько это от души, настолько и вот они там молились. Вот это вот и называется кувт. А то некоторые представляют слово куван, молиться. А то некоторые уже под этим словом понимают куфт. Тост. Ну, не тост, а посиделовка, да. Вот. И, значит, раньше же так было, значит, хусаумы куфтой, но при этом они и ели, естественно, и поднимали что-то там, или пиво, или араку, или что там было, в общем. А сейчас это уже перешло в другую плоскость, опять же, от духовного состояния общества. И вот молились они, еще я как сейчас помню, это были дни Джоргуба, праздник. И знаете, вот постепенно женщине стало лучше, женщина, значит, правда, еще она у нас долго лежала после этого недели две, но выжила она, да, и дай Бог ей здоровья, пусть живет, не болеет. Вот, такие, связь, да, опять же, вот, духовного с материальным. Ты учился в нашем мединституте? Я поступил в Хабаровский, 2 курса отучился, потом меня забрали в армию. И уже после армии я доучивался здесь. То есть диплом получил нашего мединститута. Да. И как вы спросили? Первая песня. Первая песня. И вот мы там в ансамбле начали, в институте в ансамбле играли.
Ну, сперва популярные там песни, что-то «Машина времени», я не помню, Кузьмина, потом еще какие-то песни. И мой друг, тогда руководитель ансамбля, он говорит: Мурат, давай, говорит, мол, попробуем сделать остинский рок. Вот, тем более до нас это уже тоже пытались сделать. И стали писать свои песни. Вот тогда, по-моему, я первую песню и написал. Он написал мелодию, я написал на нее слова. Но что-то как-то там мне вот в мелодии не нравилось. Я решил, ну-ка дай-ка я сам напишу и мелодию, и слова. И вот так написал несколько песен. Даже вот с концертом мы ездили в год, это был то ли 90-й, то ли 91-й, в Кармадон мы поехали. И там давали. И вот там я пару своих песен тогда первый раз и спел на сцене. Я хотел написать именно вот, чтобы это в народном стиле было, вот какой-то, как он называется, фолк, что ли. И это не получалось. Почему? Опять же, вот это вот воспитание музыкальное, которое я получил как-то с детства. Но работая над этим, я все-таки пришел, и сейчас, например, вот на гитаре я смог несколько таких вещей сыграть, мелодий, которые сугубо, вот я считаю, остинские, вот по своему характеру, все национальные. Но тут другая проблема встала. Уже теперь для них, чтобы написать текст, ведь вот народная песня, она обычно бывает простая очень, без всякого философского смысла, там типа «В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла», там, да? Или, допустим, вот как, ну, остинские любые вот народные возьмите, там, Ардагай, Фажагма, Манаут, Кардагма, Авида, Ферохкано, например, там, да, вот, ну, какие-то незатейливые такие простые слова. А у меня уже не получается. И тут уже у меня встает такое, вот представьте себе, если бы русская народная песня, а слова там какие-нибудь были о смысле жизни там или что-нибудь, уже тут вот какой-то чувствуется диссонанс. Ну, песня-то она и рождается как вот на каком-то эмоциональном плане, да, вот когда о чем-то вот ты думаешь, и какой-то вот приходит вот просветление, где-то что-то ты понял, и что-то хочешь, чтобы поняли другие, да, и пытаешься вот это вот в зарифмованных каких-то строчках подать. Ну, вот здесь как раз и вопрос. Вот в чем ты видишь задачу человека-творца? Творить. Вот свою задачу. А, моя? Да. Ну, не знаю. Ну, уж коль скоро ты чувствуешь, что вдохновение это не просто так оно приходит к человеку, тем более, что есть возможность вот то, что тебе дано, поделиться этим с людьми. И это большая задача, это, наверное, сверхзадача даже у человека, которому дано такое. Ведь не каждый может вот так порадовать людей песней. Ну почему? Сейчас как раз таки много людей, которые радуют людей песнями. Ну, много, но не каждый. Все-таки вот это сверхзадача. Или тебе не кажется, что это не просто так? Знаете как, здесь вот задачи нельзя ставить, что задача, а что не задача. Ну, задача человека просто, каждый из нас, естественно, живет там своей жизнью. Вот профессия врача, это уже одна задача. Но у тебя есть еще одна задача, то есть поделиться с людьми тем, что вот здесь родилось в груди. И вот при этом, когда пишется или как пишется, вот интересно вообще, как рождается песня, в какой момент приходит. Ведь не каждый день же пишешь. Это как бы вот профессия врача, она отнимает много времени. Ну, это в том-то и дело, что профессия, да, а здесь это как бы, Здесь это да, здесь какая-то совершенно по-другому. Вот когда, допустим, у врача сразу перед тобой стоит задача, используя свои профессиональные какие-то знания и навыки, помочь вот этому данному больному, да? И вот ты это используешь, и все, у тебя конкретная задача стоит. А с песней же не так, перед тобой никто не приходит. Так, срочно вот здесь вот этой аудитории спеть вот такую-то песню. Это не так, здесь все по-другому. Почему и отличается? Здесь знаете как, вот когда человек живет, он с чем-то все равно сталкивается, какая-то вот работа души происходит, да? Вот, то есть и работа мысли, и работа души, да? И вот когда они находятся в гармонии, скажем, да, разум и душа, вот тогда можно, тем более, если ты имеешь возможность, скажем, я же сказал, вот рифмовать, допустим, соблюдая ритм какой-то, если ты имеешь возможность извлекать музыку из чего-нибудь, да, и если у тебя достаточно вот в душе там каких-то, как это сказать, какой-то энергетики, чтобы выразить вот это вот то, что ты хочешь. Ну, знаете как, вот не всегда бывает так, что, допустим, ты спел какую-то песню, и вот именно ты добился того эффекта,
какого хотел, да, так не бывает. Иногда вообще вот пройдет время, и сам же на свою песню смотришь уже критически. А иногда наоборот, какую-то песню недооценивал, а потом со временем начинаешь понимать, что вот она как-то удалась лучше, чем другие. Вот здесь так, как рождаются. А к вопросу о человеке-творце, да, вот как. Видите, от меня же это не зависит. Вот я сколько раз уже вот в сердцах говорил себе: все, песен писать не буду, потому что надоело все писать в корзину, как говорится. Никто это никогда не услышит, а если и услышит, то лет через 20-30, когда, может быть, там или... Понимаете? И, ну, не получается все равно не писать. То есть песни все равно рождаются. Одна, другая. Просто, к сожалению, знаете, между тем, как она вот у меня родилась, вот она уже готова, это тоже творческие какие-то муки. Не дай бог, если ты прервался, вот осенило тебя, ты сел писать, например, да, и вот музыка уже в голове, все, ты представляешь ее себе, и буквально тебя позвонили кто-то, отвлекли, ты куда-то вот отлучился, все, ты того же состояния не поймаешь уже. И тебе приходится вот усилием как-то воли, хорошо, если немного времени прошло, и ты все под впечатлением. Вот. А если уже как-то ты оторвался от этой, все, теперь это надо тебе ждать очередного вот какого-то вдохновения, или чтобы закончить это. Бывает и так, ты начал, там написал 1-2 куплета, все, допустим, и так ты и не можешь вернуться в то же состояние. Да. Все, и пропало, как бы вот зачаток есть, а концовки уже нету. А я не хочу просто так дописывать концовку, лишь бы, да, чтобы вот уже докончить. Искусственно. Да, и все равно слышится. Вот я иногда, когда чужие песни слышу, я слышу, когда вот у человека было такое. Вот он начал, все, там туда-сюда, и все, и на этом, значит, у него прервалось, и вот он натянуто докончил. Вот, ну, видно, вот это чувствуется. Vandaag na jonga basta fakana dau ma basha tu sharga kainau da funde basta tule wardona sal yahi mashaye na jonga dart tititun khachtai da ivotsar Кашида фашта Арбай худы хур Рушился шигны шур Пауфандарашт Пауфандарашт Фандагл жарзан Дымгадауан Каиш дунее Ди шаджран, кая шаран, уданшан, мадабалахда. Талант – это, безусловно, дар Божий, но кроме того, это еще и огромная ответственная задача, которая требует от его обладателя полной самоотдачи. Ведь если одни люди живут, думая лишь о бытовых и семейных проблемах, то человек, одаренный помимо этого, ощущает еще одно непреодолимое устремление к творчеству, созиданию, осмыслению происходящего. И пропуская окружающий мир через собственное сердце, он облекает его силой творческой мысли в высокую материю искусства, музыки, поэзии, живописи. И тогда таинственная гармония, созданная им, заряжает светом прекрасного сердца слушателей и зрителей. Задача Творца – творить, и Он делает это в любых условиях, по ниспосланной Ему с неба и назначенной судьбой программе. Всякий Творец творит, чтобы радовать людей. Мурат Доев – один из талантливейших молодых авторов-исполнителей. Безусловно, кроме песни «Фандаг» он создал еще и много других. Почему же мы их не слышим? Ответ до боли прозаичен и прозвучит в духе времени. Мы слушаем только те песни, авторы которых могут заплатить за аранжировку и за создание клипа на телевидении. Поэтому сегодня особенно актуально звучит призыв «Талантам надо помогать». Путь, который проходит песня от того момента, когда она рождается в сердце композитора, и до того, когда доходит до слушателя. Какой путь она проходит?
Песня рождается, сперва она рождается где-то, вот я же говорю, в душе, все сел, допустим, написал. Потом это еще не конечный результат. Потом, уже когда она готова, лично я как делаю, я к ней вновь и вновь возвращаюсь и, во-первых, с музыкальной точки зрения сам себя критикую. А вот здесь так, это что-то, где-то что-то напоминает, а может быть там так-то, а может быть там то. Вообще здесь как-то не вяжется, здесь как-то вот по настроению, чтобы она передавала вот то настроение, о чем и поется и так далее. То есть вот довожу до ума, да. И слова тоже, вот где-то подрихтую, тут вот больше вот это слово подойдет. Вот сперва мне казалось, что так, а потом раз, вот допустим, поменяю там слово, там, все оставлю. Время пройдет, я опять вернусь. И иногда бывает так, что, а нет, предыдущий вариант, вот первоначальный, был все-таки лучше. Он более как бы передавал ту энергетику, вот, которая. А сейчас поменял, вроде бы он более гладкий стал, вот текст. Но опять же он потерял, да, потерял в энергетике зато. И вот, то есть вот, и когда я уже понял, что вот эта песня, если ее изменять, то ничего хорошего из этого не получится, то уже на этом, я считаю, песня готова. И тут вот, по идее, должна наступать вторая фаза. Это когда ты приходишь на студию, когда ты работаешь с аранжировщиками, которые уже расписывают все партии, как она должна уже податься инструментально. Вот, записывают, и в конце концов идет уже на студии работа с голосом, тоже записываешь. И все, и у тебя есть уже готовая фонограмма. Записи вот эти вот, они требуют финансов, естественно, понимаете. Каждый человек должен заниматься тем, что он, для чего он прирожден, да, вернее, для чего он рожден, и чтобы реализовать вот свои задатки. Вот есть у человека эти организаторские задатки именно на музыкальном поприще. Таланты есть, и вот знаете как, обидно то, что человек тоже, вот он посетовал мне недавно, что приходится заниматься, опять же, тем же самым бытом. Почему? Потому что даже если считать, что автор гимна Северной Осетии, и вот его мучают такие вот, знаете как, бытовые проблемы, то что говорить о тех людях, которые... Нет меценатов. Ну почему? Дело в том, что вкладывать-то хотят. Посмотрите, как Запад вкладывает, как штатовское, вот голливудское кино, ведь там большие деньги вложены. Так благодаря, это знаете как, люди, которые смотрят не перед своим носом, а далеко вперед, они вкладывают именно вот в духовную сферу. Я имею в виду, что под духовной сферой? Это искусство, все виды. Вот это и кино, это и театр, это и музыка, это и, значит, литература и так далее, и так далее. Все, что связано с духовной жизнью человека, да? Потому что человек без этого все равно не может. Да, и все равно он будет потреблять. Но вот чье он будет потреблять и с какой целью данное ему, да, вот тем он постепенно, это даже может быть не одно поколение должно пройти, чтобы он стал тем, кем его хотят видеть те, кто уже работает над вот этой духовной сферой. Искусство – это часть политики, вот я так думаю почему-то. И вот то, что у нас, вы говорите, не хотят вкладывать в искусство, это либо недальновидность, либо вот люди просто вот, ну, опустили руки, мол, типа, да все равно же что-то есть, что-то же люди слушают, да. Я не скажу, что у нас отсутствие музыки как-то или на экране, или там по радио. Нету. Мы же слушаем, у нас, пожалуйста, российская вот эстрады. Хоть ее и критикуют, и все, но она у нас есть. Включи радиоприемник, на тебе ее. Пожалуйста, американская, английская, любая. Есть? Есть. Так почему, да, должны, допустим, наше правительство или наши какие-то вот именно остинское искусство развивать? Правильно? То есть у них как бы и резона нету. Вот если бы они думали о будущем Осетии именно, вот тогда бы, может быть, они и занимались этим вплотную, но, видимо, какие-то сиюминутные цели, они важнее, на первый план выходят. Написал я статью, даже вот отзывы приходили на эту статью по интернету. Ее, кстати, напечатали в журнале «Дарьял», 4-й номер за 2001 год. Вот. Называлась она «Осетия, осетины, государство и нация». Вот. Там я уже начал писать. Ну как, это мысли дилетанта. Я ж не политолог, не... Да, вот, то есть... своего поколения, так сказать. Да, я просто вот написал, вот решил, знаете как, вот те проблемы, с которыми я бился и как-то не мог понять,
Почему так происходит? Вот я смотрю, вроде бы у нас какая-то культурная жизнь идет, вроде бы у нас выходят какие-то люди на концертах, что-то поют, вроде бы как бы что-то есть, но я чувствую, чего нет. У нас нету, значит, современной остинской песни. Допустим, ну хорошо, я «Песчинка в море», да, вы говорите, вот «Фандак», там я еще какие-то песни написал. Но это, знаете как, это действительно, это как бы, вот может быть на фоне, на голом месте я кем-то или чем-то выгляжу. А если бы у нас было достаточно музыкантов и певцов, которые бы по-остински пели, может быть, про меня вообще ни слова не сказали и не вспомнили, я был бы худший. Правильно? То есть просто у нас это как бы целина. И я подумал, почему интересно так? И более того, вот когда проводились фестивали Асамажватенс, я видел, что у нас очень много людей, поющих на остинском. И я вот удивлялся, как вот потребитель духовный, я имею в виду. Где они? Почему я их не вижу вот с экрана телевизора? Да, мы видим, допустим, как на фандыре играют, допустим, какие-то танцы показывают, да, какие-то там вот новые появляются, изредка клипы, но опять же вот в этом коммерческом офисе изо дня в день, вернее, из коммерческого офиса в коммерческий офис одни и те же клипы. Вот, это, мне кажется, значит, количество их не то, которое должно быть, раз они повторяются с завидным постоянством. Я сам вот одно время от своего вот этого клипа устал, честно говоря, от Фандага. Надо давать, знаете как, вот чтобы оно было и чтобы оно не набивало оскомину, мне кажется. Для того, чтобы быть духовно богатыми, мы должны потреблять какую-то духовную пищу. А мы сейчас потребляем, у нас своей остинской духовной пищи уже практически не осталось, за исключением вот небольшого числа вот таких вот людей духовных, да, которые и о высших силах думают, причем не так, как за столом там Хусау Хуржахнават, а именно вот с таких высоких понятий. Такие тоже есть, но их настолько мало, и их настолько, опять же, не видно здесь в Осетии, что мы потребляем вообще не остинскую духовную пищу. Что бы ты пожелал и Осетии, и вот в частности молодежи, вот в том плане, чтобы действительно вот эти духовные богатства своего народа, чтобы они это оценили. Ведь сегодня у нас даже краеведческого музея нет, к сожалению, на котором они могли бы учиться. Тут нужны экстренные меры. От меня или от вас это не зависит. Экстренные меры должны приниматься волевым решением и не на нашем уровне. Потому что мы на уровне общественных организаций сейчас эту проблему решить не можем. Бог же не зря разделил нас на народы, дал нам такое богатство, как наш язык, дал нам наши традиции какие-то, дал нам ту же самую музыку, отражение вот этой духовной какой-то жизни народа. Да? Это ж все не зря. Фазуры мажарда, а моя бамбар, как бава дабо. Курында мевшима, байкуш мажарагма, да он и жаран, кадма дайрон. Акаш файнардам, аркашмада адам, мачима рбаждахсан иран якан. Чимаш сырхканза, фыдалты камата, чимар хашсан, нажахан баркат. Калдышты сыртта, арда калды машкота, фалашына никадан прохват дон. Чина фабнаиш, чита маленкана, Мананталенка на лумабон. Фандыр жалтай, фазуры мажарда, а моя бамбар, как бава дабон. Курында мевшима, байкуш мажарагма, да он и жаран, кадма дайрон.